Наши спортсмены еженедельно играют в кокбуру и даже проводят малые турниры, чтобы всегда быть в форме. Четырехкратный абсолютный чемпион Кыргызстана по кокбуру Сейитбек Анарбекулу также активно участвует во всех соревнованиях, несмотря на их масштабы. Кокбуруга келгениме чоң арена, чоң Аккулат майданына шыққаныма 11-12 жыл болып қалды. Я начал заниматься кокбуру еще со школы. Сначала это было просто забава с ребятами. Но после я начал участвовать на малых чемпионатах, так я и пришел к большой арене. И профессионально занимаюсь уже 12 лет. Кокбуру – это древняя игра кочевых народов. По записям истории советского этнографа Симакова, кокбуру зародился именно кыргызским народом. По легенде, пастухи, которые были вынуждены защищать стадо от хищников, нередко убивали нападавших волков, а после по дороге домой играли тушей животного, пытаясь завладеть ей. Уже значительно позже кокбуру из обычной забавы превратился в спортивную игру, а главным ее снарядом стала туша козла. Борьба за тушу считалась своего рода тренировкой и экзаменом для будущих воинов. В игре кочевники отрабатывали навыки борьбы и учились управлять лошадью в экстремальных условиях. Дух, наверное, это заложено у нас в крови. Еще в эпосе Манас это сказано. Первоначально вот эту игру они играли. Сперва, наверное, было в форме охоты, в борьбе с этим волком. И вот эти наши джигиты на скаку брали этого живого волка. После развала Союза у истоков этого кокбуру стояли наши видные деятели. Это покойный Болот Шамшиев. Мы считаем его основоположником кокбуру. Современные правила игры для соревнований были разработаны в 1996 году известным кинорежиссером Болотом Шамшиевым. Чуть позже была создана Кыргызская национальная федерация кокбуру. Правила игры были признаны 9 ноября 2001 года всеми заинтересованными странами на учредительном съезде Международной федерации кокбуру, который прошел в Бишкеке. Вслед за этим национальные федерации кокбуру были созданы в Казахстане, России, Таджикистане, Узбекистане, Афганистане, Монголии, Пакистане и Турции. Каждая страна хочет преподнести свою игру. У каждого свои правила, но тем не менее сейчас у нас очень хорошее сотрудничество идет с Россией. У нас есть в Москве именно наша федерация кокбуру. После первых и вторых игр кочевников кокбуру заинтересовались и зарубежные страны. К примеру, в прошлом году Франция была впервые представлена на соревнованиях по кокбуру и состязались на турнире профессиональные хорсболисты. Напомним, что хорсбол – это французский вид спорта, в котором сочетаются элементы регби и баскетбола, только игроки соревнуются на лошадях. Ну а зимой перед третьими играми кочевников французы тренировались в Кыргызстане. Получив уроки от наших тренеров, продолжили тренировки у себя на родине. Международная организация кокбуру именно в Кыргызстане, в Казахстане, туда входят некоторые государства, которые играют именно в эту игру. Насколько мы знаем, эта федерация открылась и в Америке. В рамках программы развития национальных видов спорта каждый год в разных областях проводятся малые игры кочевников. Скоро Кубок губернатора организовываем. И там отборочный матч будет, и там будем отбирать ребят и коней, чтобы выступать на Норвеге. В игре принимают участие две команды по 12 всадников. Задача игроков – завладеть тушей козла и закинуть ее в казан соперника. Туша козла весит около 35 килограммов. В игре нужно не просто завладеть этим трофеем и удержать его, но и забросить в тай-казан соперника. А здесь еще управлять лошадью и играть это еще дважды сложнее. И где-то вот это разделить, что важнее, лошадь или же сам всадник, я вот разделить не смогу. Ну, мне кажется, и то, и другое. На слабой лошади хороший игрок не сможет играть, или же на хорошей лошади слабый не сможет. Наверное, это две параллели. Основное слагаемое успеха в кокбуру – это слаженная работа и взаимопонимание наездника и его коня. А этого можно добиться лишь через многолетние тренировки. Подготовленные лошади могут мгновенно стартовать с места, резко остановиться или развернуться на 180 градусов. Но далеко не каждая порода подойдет для такого жесткого вида спорта. Ең чоң рөлді қазір ат ойнайды да.
Немалую роль играет жеребец во время игры. Я бы сказал, что успех игры на 80% зависит от скакуна. Он выполняет самое тяжелое, а нам остается лишь сидеть верхом на нем. Во время игры вы сливаетесь воедино, и вы чувствуете друг друга. Вы начинаете мысленно разговаривать и понимать друг друга. Для конных соревнований выбирают породистых и чистокровных лошадей, ведь выносливость и резвость животного играет немаловажную роль в состязаниях. Однако приобрести породистого жеребца не всем по карману. Одной из самых дорогих является фрисская лошадь. Один жеребенок этой породы стоит не менее 10 тысяч долларов. Ну а максимальная цена держится в отметке 25 тысяч долларов. Скакун этой породы, прошедший хорошую подготовку, может быть оценен в $1 миллион. Английская скаковая или английская чистокровная входит в число самых дорогих пород. Они отличаются идеальными скоростными характеристиками, изумительным телосложением и выносливостью. Жеребята стоят от $1 миллиона, их продают только через аукцион. Недалек по стоимости арабский скакун, отличающийся очень крепким здоровьем и чрезвычайной выносливостью. Цена такого жеребца составляет от 50 тысяч долларов. Редким и дорогим является орловский рысак. Эта уникальная порода не имеет аналогов. Лошадь данной породы является одной из самых красивых. Цена за одного жеребенка составляет от 60 тысяч долларов. Госагентство спорта объявило, что в спортивную программу Всемирных игр кочевников 2020 года включены 7 национальных видов спорта. И самое главное, в Турции будет кокберу, а не кокпар. Последние годы федерации кокберу и кокпара активно спорят о правилах игры. Кыргызстан выступает за сохранение тайказанов и настоящих туш козлов, а Казахстан за использование кругов и муляжа туши животного. В Турции будут игры кочевников. Основоположником игры кочевников это кыргызы. Там заложено правило кокберу. Көкпар менен көкбөрүн айырмасы деле жок. Кокпар и кокберу не сильно отличаются. Только то, что по нашим правилам есть тайказаны, и мы играем с настоящей тушей козла. И это было еще издревле. Традиции рушить не хочется, и менять правила тоже. И к тому же, именно это добавляет зрелищность и повышает интерес к игре. Напомним, что однажды Кыргызстан уже отказался участвовать на чемпионате по кокберу в Узбекистане. Такое решение было принято Федерацией за месяц до турнира. Узбекистан объявил, что игры пройдут по новым правилам, то есть без тайказана и 2 таймами по 20 минут. Это и послужило причиной отказа. Умит Табышева, Кинжибек Максатулу. Итоги на пирамиде.